Вот. Ну, еще одна популярная вещь, о которой люди часто заблуждаются и упираются врагами, и вступают в бурные дискуссии, это этимологии. Да? Человек владеет языком, слышит какие-то созвучия, что-то анализирует, и это замечательно, и могло бы привести человека к чему-то вроде того, к чему пришли поэты Серебряного века, да, там на созвучиях что-то построить, там интересное создать. Вот. Вместо этого человек вспоминает, что есть такая наука этимология, и начинает писать, например, на полном серьезе я читал, что «ирыштол» происходит от примерно сочетания «вырви свет», да, вот как бы от глагола «штонен». Вот. А в слове «ир», «ре» символизирует свет. Но это популярная фишка, есть определенное движение, в русском тоже, скажем так, культурном континууме. Есть люди, которые утверждают, что существует звуковой символизм, и что «ре» означает свет под ее, там, в частности, какие-то египетские у них отсылки и так далее. Вот. Да, это опровергнуто 1000 раз людьми гораздо более знаменитыми, чем я. Там академик Залезняк, например, спускался до того, чтобы критиковать эти вещи. Вот. Ну, на осетинской почве тоже существуют люди, которые, встретив где-то в интернете упоминание того, что «ре» — это свет, в принципе, везде в мире, в разных языках, да, хотя это, как бы далеко не так, вот, строят свою, приняв это за чистую монету, потому что в интернете не всегда понятно, кто автор и какая за ним стоит, какое за ним образование, кто он, так сказать, по жизни, да, вот, и по своим, может быть, психическим каким-то болезням. Не обязательно болезнь, по психическому радикалу своему, да, то есть есть люди просто демонстративные, которым неважно как, но они привлекают к себе внимание. И вот они, значит, развивают эту идею дальше, что «ир», что он, это «вырви свет», как бы «произведи свет», «покажи всем людям свет», и поэтому это страна света и так далее. На полном серьезе человек это утверждает, я говорю, я бы даже не стал спорить, но это происходило у меня на стене в ВКонтакте. То есть у меня дома, грубо говоря, да, в моем пространстве. Тут я как бы, вступил с человеком в некий, может быть, даже конфликт. Я говорю, вы можете, это замечательная поэзия, замечательно, что вы это анализируете, что вы видите в слове «ирштон», вы видите основу «штон», да, как в глаголе «штонен». Это значит, что вы владеете языком, задумываетесь, что-то в нем чувствуете. Вот. Но это хорошо, пока это как бы эксперименты литературные. Это плохо, когда вы думаете, что это этимология. Вот. Потому что есть «иштон», это суффикс, который описывает страны иранского происхождения. Суффикс наиболее известный в тюркских языках, понятно, на таких названиях, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и так далее, да, и Ирыстан, Гурзистан и так далее. И вот поэтому мы будем анализировать Гурзистан, что там Гурзы и Штан, это очень сомнительные вещи, можно далеко зайти. Вот. И там другой был пример у того же автора, что по аналогии с пирогами, в которых джин означает то, что содержится внутри объекта, да, как картофчин там, и так далее, сахараджин, давонджин. Значит, слово шауджин надо понимать как человек, внутри которого тьма. Темный человек. Тьма, да, то есть он понятно, плохой человек, потому что называется шауджин. Вот. Можно по-разному относиться к православию и к истории православия на Кавказе и так далее, в частности в истории Северной Осетии, хотя понятно, что развитие осетинского языка во многом связано с распространением православия в Осетии, тут это очень трудно отрицать. Но сама идея, что шауджин по аналогии с пирогами, да, и так далее. Вот. И тут понятно, что шауджин просто описывает типичный цвет одежды этих людей. Есть в русском языке и в церковно-славянском такие слова, как там чернец, черноризец и так далее, которые описывают тоже цвет одежды этих людей, связанные с тем, что они относятся к клиру, служат церкви. Вот. И что-то еще было, да, шихак.
Шихак это очень высокое звание, потому что внутри него содержится не просто суффикс аг, который известен в очень многих продуктивных словах, а это якобы шиха акак, да, то есть достойный своего, как вот есть пословица, да, народ достоин своего правительства, вот как бы каждый достоин своих соседей получается, да. Даших акты и так далее, да. Вот. Ну, тут я говорю, получается, что выросшак, это урышакак или что? То есть тут просто человек в следующем буквальном примере на эту же гипотезу спотыкается, выходит, да? Но, тем не менее, экспериментирует. Здорово, что экспериментирует. Плохо, что он думает, что это наука, и что он этим попирает какую-то существующую науку, что там Абаев заблуждался, да? В другом месте один человек пишет, что Васо Абаев был гениальный человек, он сделал там то еще, молодец. Но, мне кажется, ему нужно было более творчески подходить к неким этимологиям. И дальше человек приводит примеры, где Абаеву стоило более творчески подходить. Другой человек в третьем месте говорит, слово «хусал» имеет непонятную этимологию в осетинском языке, давайте пороемся в этом, и что-то там дальше предлагает, да, то есть человеку кажется, что если в осетинском языке есть важное слово с темной этимологией, то это плохо, надо с этим побороться. Вот. Ничего не надо делать, нормально, что в осетинском языке слово «чиш», как бы тюркское слово, которое вышло из слова «кыз», да? Что тут такого страшного? Или «ахса» тоже тюркское слово и слово «акча». Ну и что? Да? Вообще, да, по мнению того же Абаева, осетинский язык сложился там через вот, теория субстрата кавказская и так далее. Действительно, слово «сашком», да, и было когда-то производным из «саштком», как бы глазорот, грубо говоря, да. Вот. И есть ему соответствие в, казалось бы, не очень близком языке, аварском, в котором та же метафора «беркал», ну, это я по Абаеву цитирую, кто-то посмеется, кто знает аварский с нашей записи, да, но общий смысл, что там слово «лицо» образовано тоже из слова со значением «глаз» и слова со значением «рот», то есть был некий или языковой союз на территории Кавказа, или значительная часть носителей была двуязычной, переносила метафоры из языка в язык. То есть на всем этом огромном ареале есть такие вещи. Или вот различные осетинские выражения со словом «жарда», там «жардамасовен» и так далее, имеют тоже соответствие в виде метафор со словом «сердце», там, в грузинском, в ряде других языков. Да? То есть это не значит чего-то там плохого или какой-то зависимости или еще чего-то, просто означает, что люди никогда не живут рядом без взаимного влияния. Вот и все, что это означает. Вот. И все эти гипотезы, понятно, что и любительские гипотезы имеют право существовать, пока они не становятся, не превращаются в профанацию идеи этимологии. Да? Но все этимологии, которые опубликованы в словарях, это не высшая истина. Да? Возможно, другие гипотезы в других словарях, другие ученые другие вещи предлагают. Истину в этом виде мы в вопросе мы узнаем, когда изобретут машину времени. Все как бы. Вот. Но хочется коротко пробежаться, ну, как бы по выводам, да, и, может быть, на вопросы как-то оставить время. Значит, что можно делать для того, чтобы осетинский язык как-то развивался, сохранялся, не с точки зрения каких-то пожеланий каким-то неназванным лицам, да, там, наши филологи или наши правительства, а с точки зрения вот себя, что можно сделать. Ну вот, мне кажется, очень важно, это вот поддерживать начинающих и инодиалектных, иноговорных людей. Очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые говорят, я не понимаю по-кударски. Здрасте, это тот же самый язык, в котором ше на се просто поменялись из на ж. Как бы заставь себя, послушай несколько роликов на кударском, начни понимать, все, тут как бы это дело одного вечера фактически, да. Есть замечательный с Дегорским сложнее, да, а вот кударский можно очень быстро. Есть замечательный YouTube-канал, не знаю, наверное, уместно, да, его упомянуть, называется, как он называется, Иристон, как это называется, где ведущий, значит, говорит на кударо-джавском, Юдзинат, да, Юдзинат, значит, ведущий говорит со всеми
на привычном для себя говоре, это говор улиц Цхинвала, так скажем, да, бытовой цхинвальская речь. А люди, зачастую его гости, северные осетины, отвечают ему на куртатинском, на северном, то, что на севере принято называть шахдагером. Да? Вот, то есть отвечают на привычном для себя говоре. Они прекрасно друг друга понимают, находятся в живом диалоге. Вот этот ролик берете, ставите, смотрите, активизируете, во-первых, свое владение, во-вторых, видите, что это прекрасно достижимо, без особой подготовки. Там вообще разницы нет. В принципе, кто так говорит, я по-кудацки не понимаю, на самом деле. Я таких людей не понимаю. Как можно? Да. Значит, с Дегорским сложнее, но тоже можно, в принципе, при желании включить знания Дегорского. Есть сайт Дегоро.ру, на котором некие иродские активисты, значит, с интересом к дегорскому идиому или диалекту, да, значит, составили список там основных отличий, да, то есть для владеющих иронским там представлено коротко, как быстро научиться понимать дегорский язык, да, дегорский диалект, да, вот. Приведены, значит, соответствия слов, которые полностью разные, несозвучные, не так много, в основном слова созвучные, есть определенные закономерности в этих созвучиях, они там приведены, можно быстренько разобраться, потом почитать послушать дегорские записи, почитать тексты и, в общем-то, сознанием уж какой-нибудь части осетинского языка с этим разобраться недолго, но при этом важно поддерживать всех говорящих, не как-то не дискриминировать их, не насмехаться ни в коем случае над ними. Вот. И в этом смысле я еще раз сошлюсь на этот замечательный рассказ Бориса Гусалова «Аж целый осетин», да, в котором он приводит хороший пример о том, как надо разговаривать с людьми, которые, может быть, неуверенно владеют. Вот. Детям важно, если им передается язык или хочется им передать язык, важно обеспечивать среду, находить этих говорящих среди своих родственников, если нет родственников, а есть деньги, находить их среди каких-то других людей, да, и так далее, то есть нанимать няню, что-то делать с этим, потому что если это важно для человека, то тут надо не только сказать, это для меня важно, или ребята до свадьбы говорят, мои дети будут говорить по-осетински, потом привет, и не хочется ему даже напоминать, да, понятно, тяжело, а человек, не разобрался, как это сделать, да, потому что у него было много воли, он, наверное, может даже в семье топал ногами, но это не помогло, да, то есть важно сохранить, обеспечивать среду и где-то искусственно, но стараться. Это то, что зависит от конкретного человека. То есть можно сказать, сделайте нам осетинские детские сады, да, например. Они сами не сгустятся, то есть на них должен быть, во-первых, спрос, чтобы они появились через какое-то время после того, как возник спрос. Да. То есть человек, который говорит, сделайте осетинские сады, должен метаться по городу и пытаться записаться в эту единственную, или сколько их групп, да, которые есть во Владикавказе, группа там, которыми здесь занимаются, их мало, может кому-то не нравятся условия. Если нет спроса, их не будет больше, они не станут лучше. Вот. И опять же, есть условия, есть специальные заведения дополнительного образования, которые пытаются продавать эту услугу, да, то есть возможность на коммерческих основаниях, да, или договориться непосредственно с человеком. Как это делается с любым другим языком, как мы увидели в начале нашей встречи на примере Беллы Девяткина, ее родители в Подмосковье какими-то правдами и неправдами находят этих носителей. Они не всегда так сказочно дорого стоят, потому что это может быть студенты, может еще какие-то люди, которые соглашаются за какую-то там плату заниматься с их ребенком вот этими всеми необычными языками. И уж тем более в Осетии можно найти человека, который поговорит на осетинском языке, поиграет по-осетински, да, использует осетинский язык с ребенком, которому важно начать говорить, потом важно сохранить язык, который, может быть, начался и так далее. Я вчера вечером в подъезде встретил девочку, которая по-чесански говорит. Я слышал живой чесанский говор 2 раза в жизни. Один раз, когда советский паспорт получал, а второй раз вчера в подъезде девочка говорила с родителями. Ей буквально 2 с копейками лет. У меня младшая дочь примерно столько, я поэтому представляю какой-то возраст. И она
мощнее говорит вот по-чешански, то есть примерно как написано, да, то есть они произносят «ц» не как «ше», не как «с», а как «ц». Вот, этим как бы в основном отличается говор. И вот такая чешанская речь казалась бы во Владикавказе, и она передается. Да? То есть это говоря о том, что ЮНЕСКО приговорила остинский язык. Есть семьи, в которых остинский язык передается. Это значит, что язык не вымирающий. Хотя, конечно, языковой сдвиг происходит, он очень страшные действительно размахи набрал, но несколько поколений еще с такой даже динамикой остинский язык будет существовать. Но в наших силах как-то рядом с собой это дело немножко замедлить тоже, а не расслабиться и расстроиться и так далее. То есть обеспечивать среду, потом расстаться вот с этим предубеждением, что человек может хорошо выучить один язык в жизни. Нет, человек может хорошо знать остинский язык, русский язык, французский язык, английский язык и переключать их и общаться со всеми этими 4 людьми. То есть слотов много. Ранее двуязычие много чему способствует, в частности, способствует более легкому освоению других иностранных языков впоследствии. То есть успех в освоении дополнительного языка доказано способствует так называемой одаренности к другим языкам. Вот Белла заговорила, по-моему, испанский у нее был первый, что ли, я не помню. Дальше ей понравилось, родители стали добавлять, нашли такую возможность, там понятно, что это время, деньги и так далее. Тем не менее, девочка, понятно, может быть, шоу немножко преувеличивает ее компетенцию, но смысл такой, что, в принципе, пределов особо нет. То есть ребенок в Индии, например, очень много таких мест, где одновременно на территории существует 3-4 языка. Дети в этой среде обычно владеют на каком-то уровне всеми представленными 4 языками. Вот, такое бывает. Значит, соответственно, можно делать здесь, и знание осетинского русскому не вредит, тем более сейчас, когда школа от и до на русском языке у всех, то есть и когда она не от и до на русском языке, отдельное внимание уделяется русскому языку. То есть так не случится, что ребенок будет путаться в русском языке. Но двуязычные дети позже начинают говорить, этому нельзя, этого не надо пугаться. Действительно, они иногда несколько месяцев позже начинают говорить. Вот есть такая особенность. Но это тоже не страшно. Вот. Двуязычие полезно для здоровья, тоже, как было сказано. Есть научные данные об этом. То есть есть некие заблуждения про двуязычие, что двуязычные особо умные. Это неправда. Но двуязычные дольше живут, грубо говоря, да, или лучше живут, то в смысле, что позже к ним приходит деменция. По диглоссии, да, то есть человек, если уже владеет остинским языком на каком-то уровне, да, полезно, чтобы он пытался помещать себя в какие-то непривычные контексты относительно остинского языка. Есть замечательные средства для этого, не требующие особых усилий, пассивные. Это осетинская художественная литература, это периодические издания, когда вы просто читаете текст, становитесь умнее, да, и начинаете лучше относиться к своему языку. Замечательная вещь. То есть престиж языка повышается. Значит, относительно художественной литературы есть такая проблема. Люди берут книгу, читают первый абзац, столкнулись с 2 незнакомыми словами, хотя думали до этого, что хорошо знают осетинский язык, закрыли книгу, сдались. На эту тему есть проект, который скоро будет опубликован. Значит, это читалка для мобильных устройств, в которой можно будет читать осетинские тексты и обращаться оттуда из текста к словарю. Это не совместно? Осетинско-русское. Совместно? Да, понятно, они отсканировали очень много литературы, в основном это будет, конечно, использоваться, но это сделает еще более доступным такой способ практиковать осетинский язык. Дальше от него можно переходить к активному использованию, такому как дополнение статей Википедии. Вы заходите в осетинскую Википедию, там все очень плохо. Вас это возмущает, что такие короткие статьи ни о чем, статьи не актуальные, Крым в Украине еще там, например, да, и прочие вещи. Вы возмущаетесь, вы пишете, почему про Беслан так мало информации, да, почему там про Гизельные строчки.
И в конце от возмущения вы переходите к участию в проекте, пишете о своем дорогом предмете и развиваетесь. Смотрите, как вас правят, там очень удобно. Можно зарегистрироваться под никнеймом, то есть никто не узнает вашего позора. Многие боятся что-то делать с осетинским языком, потому что боятся осуждения, каких-то комментариев, поучений. В Википедии это можно делать более-менее анонимно. И смотреть, как другие пользователи исправили или дополнили ваш текст. И думаю, хатагай, вот как можно было, да? Вот, действительно. Вот. Но другие способы сделать встречи с языком более регулярными, это, например, как я уже сказал, подписка на периодику. И если говорить о жизни в интернете, это такие вот программы, как Memrise, да, то есть есть приложение для телефонов, есть сайт Memrise, можно для людей, которые так на более начинающем уровне там, значит, повторять лексику. И для людей, которые более-менее владеют языком, существуют интерфейсы осетинские в ряде сервисов. Вот люди не все знают, что ВКонтакте можно включить осетинский интерфейс. И вместо, что там по-русски написано, мне нравится, я, честно говоря, уже не помню русский интерфейс, потому что у меня осетинский. Там, значит, сердечко написано «Тынгу», восклицательный знак. Вот. Существует, значит, этот осетинский интерфейс. Это огромная работа, невидная для пользователей. Там больше 10 тысяч строк переведено текста. То есть, обычно это 2-3 слова, но иногда это несколько абзацев. Вот, и 10 тысяч таких примерно единиц. Есть большое запоздание, там 2-3 тысячи строк еще не переведено, потому что ВКонтакте все время развивается. Мы не успеваем, поэтому если кто-то из вас чувствует в себе силу участвовать в переводе интерфейса, это тоже реально делать. Вот, например, через меня можно узнать как.